Где дорога должна быть, там одни вот корни сплошняком. Да, вот вязнешь вот в этой жиже, можно сказать. Назвать вот это дорогой язык не поворачивается. Дальше вместо трассы и вовсе лес. Сейчас в словах многодетных родителей только обида и чувство безысходности. А ведь когда-то они были счастливы, что получили землю под строительство своего дома. Но эйфория прошла быстро, когда люди поняли, что их участки недоступны. У нас уже у многих дети взрослые, мы не можем добраться до своих участков. По 6 лет эта эпопея идет. Вот то, что мы говорим. Вот 17-я линия, вот хорошо видно, да? Вот это все лес. Вот этой улицы спокойной ее нет. То есть это просто кусок леса. И в этом лесу, вот кто как может, так и догадается, вот где твой участок находится. Проблему бездорожья в Сосновой Поляне многодетные семьи пытаются решить не первый год. Наша съемочная группа в микрорайон выезжает с завидной регулярностью. Но, как говорится, ВОЗ и ныне там. Люди уже готовы за свой счет завести необходимые материалы и построить дорогу. Но сделать это непросто. Получается, здесь улица должна быть, идти просторная. Здесь дальше раздольная. Но здесь вот участок леса. Вот этот лес. Как к своему участку подъехать? Дорог-то нет. Разрешения никто не дает на вырубку леса с дороги именно. По словам жителей, муниципальные власти бездействуют, хотя именно они должны обеспечить микрорайон инфраструктурой, чтобы растормошить администрацию. Многодетные семьи летом этого года обратились в прокуратуру. Надзорный орган провел проверку и признал, мэрия не доработала и теперь должна привести инфраструктуру в должное состояние. Впрочем, по словам градоначальника Валерия Козлова, в администрации таких предписаний набралось уже немало, и не только по Сосновой Поляне, но чтобы их выполнить, средств нет. По факту, действительно, у нас есть не только по Сосновой Поляне, так сказать, ряд представлений прокуратуры, и все об этом знают, но, так сказать, у нас, к сожалению, нет под это средств в бюджете, чтобы одномоментно выполнить, все вот эти мероприятия. Мы только в этом году нарежем более 200 участков дополнительных, да, и, то есть, к сожалению, это не только проблема Сыктывкара, она в целом, так сказать, в стране достаточно активно звучит. Под эти вещи не выделяются должные средства под обеспечение инфраструктуры. Справедливости ради отметим, что несмотря на бюджетный дефицит, мэрия каждый год старается привести в порядок 2-3 проезда Сосновой Поляны. В планах строительства 1-й, 2-й, 3-й, 4-й линий и улицы Рассветная. Власти обещают, если денег станет больше, объемы непременно нарастят. Елена Кононова, Олег Косрамин, телеканал Юрган.